Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – о чем говорят, когда вас нет рядом. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. В каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Сама выходит дама, очень серьезная, щепетильная. Вы знаете, вы долго не задерживаетесь там, где вам что-то не нравится. Вы можете быть щепетильны не только к себе, но и по отношению к окружающим людям. Привередливы, неуступчивы, но это в целях защиты своих границ. Вы уважаете свои личные границы. Вы никому не уступаете в том плане, что когда вы идете чему-то, вы не даете места быть конкурентом, сметаете все на пути. Человек стабильности, человек, который любит материальные ценности, материален, ему интересно все вокруг. Даже если вы без денег пойдете в магазин, вам просто интересно туда пойти, как в музей. Интересно находиться, возможно, даже в местах природы. Любите вы цветы, относитесь к цветам так же, как к живому. Человек, который от чего-то ушел, что-то вы оставили в прошлом. Здесь, кстати, могут быть даже какие-то сложные отношения с кем-то. Вы оставили и ушли. Не просто куда-то ушел, он заранее уже о чем-то продумал. Женщина, которая всегда вовремя подстелит себе соломку, вовремя подготовит что-то, заранее распланирует. У нее всегда есть план. Но даже не один, а несколько. Также вы человек, который больше опирается на свою голову, нежели на кого-то другого. То есть вы не взваливаете свои проблемы на кого-то. Ответственно аж чересчур. Могут думать, что вы инфантильны, можете поверхностны. На самом деле вы все четко контролируете. С виду вы так выглядите, что вы ничего не контролируете. У вас все на лайте, налегке как-то. На самом деле у вас все уже сконтролировано. У вас все уже рассчитано, посчитано и так далее. Здесь могут смотреть такие женщины, которые контролерши, собственницы. Придерживайтесь каких-то своих четких убеждений, правил, проверенного чего-то. В принципе, людей выбирайте таких проверенных временем. Тяжело, не тяжело тащить, никого не попросить. Вы не хотите быть кому-то должной, обязанной. На сегодняшний день пребываете во всем и сразу. Забочусь о том, о том, о том. Также здесь может быть несколько каких-то забот. Дети, например, работа, родители, еще что-то и так далее. Какая-то ответственность может быть за каких-то людей. У кого-то здесь может быть уход за тяжело больными. Да? Здесь у человека на самом деле по жизни какая-то вот тяжелая, сложная какая-то карма. Вы еще человек, который всегда устраивает себе нелегкие какие-то пути. Вы не выбираете чего-то легкого. Пойдете или проверенным путем, пусть он и сложный. Не боитесь груза, каких-то сложностей. Уже переболели что-то, что уже не болит, не триггерит, не тревожит. Очень сильно. Также здесь, если мужчина, вам характерна вообще власть или управление, командующий. Человек, который может организовать что-то. Многогранный человек, общительный. У вас широкий кругозор. Знаете все и сразу, и везде. Также человек, который интересуется разными науками, разным всем. И это совершенно друг от друга чего-то разное. Вам это интересно. Могут смотреть люди, которым интересна география, страны. Может быть, даже дома стоит шар земной, глобус.
Карта висит, например. Кому-то нравится на стене карты вешать. Карты Земли. Вы ни от кого не ждете поощрения, одобрения. Вы уже наготове к чему-то худшему. Вот такой человек. Притом, знаете, когда вы готовы к худшему, все получается наилучшим образом. Бывают люди, да, привязывают к себе какие-то проблемы. Вы же нет. Вы наоборот, вот, может, думать о чем-то таком сложном, что это тяжело, на самом деле это обойдется легко. Гибкая, изворотливая, активная. Иногда медлите, иногда активизируетесь. Все зависит от времени года. Кто-то родился зимой, а любит лето. Или наоборот. Вы человек, который склонен к каким-то новым идеям, вдохновениям, проектам. Очень чувственная, страстная. Загораетесь очень быстро. И едете, не упускаете возможностей. Чувствуете на сегодняшний день, что вы много чего добились. У вас есть за что похвалить. В обществе вас хвалят. Но вы можете в чем-то сомневаться или в ком-то сомневаться. Да? На самом деле сомнения эти зря, напрасны. На самом деле о вас ничего такого нету здесь. Да? Вот именно конкретно может касаться вашего близкого окружения. Ничего такого негативного я здесь не вижу. Вижу ваши размышления о чем-то таком толковом, жизненном, глубоком, может даже. Заостряетесь больше скорее на какое-то движение, рост, может быть, сколько бы вам ни было лет, да, вы внутри очень такая активная, целеустремленная особа. Пережили горе. У кого-то был такой стресс, из-за которого могло подкосить здоровье. По здоровью ударило очень сильно. У кого-то вот резко появилась седина, например, из-за стрессовых ситуаций. Кто-то может заметить, например, седые волосочки. Здесь стрессы за стрессами. У кого-то, в принципе, какое-то есть и нетерпение на сегодняшний день. Чего-то вам не терпится, хочется уже быстрее. Быстрее рвануть, быстрее сделать, оформить, да, и так далее. У кого-то здесь может быть что-то или обучение, а у кого-то в целом бумажные дела, волокита какая-то. Ну, хочется побыстрее, побыстрее. Кто-то ждет каких-то новых витков событий в своей жизни, которые уже, в принципе, идут к вам. Вы их, вот, знаете, как заказали, вы сидите, заказываете, они уже идут. Удачное стечение обстоятельств, фортуна, везение какое-то идет в вашу жизнь. Скоро кто-то объявится в вашей жизни, кто вас очень сильно осчастливит. Или здесь приход именно счастливых новостей в вашу жизнь. Будьте готовы. Вообще, так скажу, здесь дело идет о деловитости какой-то и вашей серьезности над чем-то. Чем-то вы занимаетесь, и, знаете, вот так по-деловому к этому относитесь. Очень так серьезно. Старайтесь не отвлекаться, на чем-то сосредоточены. Целеустремленность здесь присутствует ваша. Вижу цель, не вижу препятствия. Как-никак, кто мешает, тот уйдет с дороги. Быстренько как-то или лавируете сами, или вот кого-то отбрасываете. Есть у вас кто-то, да, кто, в принципе, или конкурирует с вами, или завидует вам. Пытается добиться тех же результатов, что и вы. По крайней мере, склонен даже переступить какую-то черту, границу вашу. Высказать вам что-то, да, может даже материть вас или обзываться как-то на вас. Вашему счастью могут завидовать или каким-то счастливым обстоятельствам в вашей жизни. Вы человек такой счастливчик, я бы еще сказала, или человек, который вытянул счастливый билет, и вам есть чему позавидовать. Хорошо, если с вами проигрывает энергетика, продолжаем смотреть дальше. О чем говорят, когда вас нет рядом? Здесь конкретно вышел мужчина. Что вы такая дамочка, целеустремленная, сильная, продавите то, что надо, или повлияете именно методом каких-то манипуляций, своих каких-то проверенных уже штучек. Пользуйтесь какими-то методами определенно, да, это может быть и манипуляции какие-то, как он говорит.
которые работают, проверенные. У вас вообще в целом все проверенное. Вы дама такая, говорит, деловая. И в чем-то даже, знаете, вот как-то не обращайте внимания на окружающих. Вот вы такая в себе сосредоточенная. Очень волевая, сильная. Вам даже вот хочется сказать, и мужчина-то не нужен. Сама справлюсь, хоть я и женщина. С остальными яйцами. Рассудительная, справедливая, такая четкая, все по плану, все по порядку. Нравитесь вы мужчине? Он очень много о вас думает, очень много вас хвалит кому-то, рассказывает о вас. Также, вы знаете, мимоходом может говорить, что вот это вот моя женщина, да, это какое-то даже присутствует некой доля хвастовства. В принципе, по натуре своей данный человек такой романтик, хвастун, любит что-то приукрасить, даже где-то приврать. Что-то в нем такое есть. А вас может даже что-то привирать. Но тут однозначно имеются к вам какие-то чувства. Этот мужчина может быть ваш даже муж, законный муж. Но здесь какие-то сомнения есть. Сомнения в себе. Рядом с вами вот вы стоите, смотрите, в красивом платье. Да? А вот он как какой-то не при делах. Вы в чем-то себя возвышаете, любите, красуетесь, смотрите на себя. Даже вот в чем-то хвастаетесь. Очень такая высокая. Вы разного поля ягоды. Он такой, вы такая. Одновременно в чем-то вы пара, подходите. Такие разные. Человек может быть водный, водных знаков, вы земная. Вроде как разные, но вместе, да, или пара подходите. Может быть, одинаковый рост, там, вкусы, общие интересы. Человек сейчас в чем-то у вас переживает, или же, может, даже, да, о чувствах именно. Не хватает каких-то эмоций. Может даже куда-то поглядывать, на кого-то поглядывать. Хотя все равно здесь выделяетесь вы. Вот здесь выходит в центре, да, дама, его сердце. Обиды есть, не хватает эмоций, обижается, возможно, закрывается, пребывает в таком, что вроде как есть, но как будто нету. Болит даже. Вот знаете, здесь может что-то быть по нервной системе, психосоматика. Нарушение может быть даже зрения, да, или вот нарушение сна из-за этого. Вроде как вместе, но врозь почему-то. А любит всем сердцем и ревнует, собственничает. Это мое и все, да, вот. Ни налево, ни направо. Да, обсуждает вас и ваши деньги, пересчитывает ваши деньги. Также видит вас, ресурс, статус. И видит, что вы умеете, если захотите, и даже без него. Но здесь особо, я бы сказала, что о вас говорит этот человек. Хвастается он о вас. Вот вас хвалит. Тем самым хваля себя. Посмотрите, какая у меня женщина. Мужчины тоже умеют хвастаться, не только женщины. О чем говорят, когда вас нет рядом? Ну, вы такая, полагаетесь на судьбу, налегке такая, ничего не боится, скорее бесстрашие какое-то присутствует, наивность есть. И в то же время, да, вот видят вас женщину такую, которая плевать хотела даже вот на какие-то негативные обстоятельства в жизни. Также здесь могут думать то, что вы к измене относитесь вот как-то «мне все равно», пофигистка. Притом, знаете, здесь выходит иерофант, она надеется на судьбу, она надеется на высшие силы, она надеется, что вот мана небесная даст все, да, вот какие-то вот надежды, какую-то легкость видит вас. Хотя по вашей характеристике я бы не сказала, что вы такая легкая. Не каждому вы по зубу. Здесь такая женщина даже продавливать умеет. Вы можете внешне, да, именно выглядеть молодо, так наивно в какой-то степени. На самом деле, не-не-не. Здесь это только ошибочная внешняя оболочка. На самом деле характеристика другая. Внешне даже можете выглядеть вот какой-то такой, которая во все верит, да, или верит в Деда Мороза до сих пор еще.
О чем говорят? Кто-то здесь доказывает о вас конкретно, да, что вы, в принципе-то, не совсем наивные. У вас, знаете, все получается, и вы действуете определенно с точки зрения, с какой-то такой продуманностью. Вы хватаетесь за возможности, доводите начатое до конца, до победного идете, не сдаетесь, даже, возможно, с кем-то боретесь или вступаете, может быть, в какие-то споры, диспуты и так далее, но вы за свое боретесь и остаетесь даже при каких-то выгодах. Здесь, кстати, могут о вас говорить, что вы из всего извлекаете выгоды. Хотя на вид кажетесь такой, вот, она дурочка, она глупая, или она не понимает. На самом деле все прекрасно, эта женщина понимает. Она создает какой-то, вот говорят, вид, что ничего не понимает. В принципе, здесь кто-то конкретно, кто вас знает, да, здесь могут родственники тоже вас обсуждать, или кто-то, в принципе, из семьи. Вы постоянно вот за что-то новое или чем-то вы не только многогранная, но вы умеете очень быстро переобуваться, да, менять вот как-то свой цвет кожи, да, вот так, как хамелеон. Умеете вы, я бы еще сказала, вот как-то подстраиваться под какие-то ситуации легко. Кто-то конкретно даже может, с одной стороны, завидуя, да, вот из родственников смотреть на вас, с другой стороны, да, вот как-то тоже сам бы хотел так же, да, имеет место быть, что человек говорит, да, молодец, но вот есть зависть, такая тонкая зависть какая-то проходит, хочет быть в вашей шкуре, в вашем положении. И почему-то ему кажется, да, что будь в вашей шкуре, да, он бы преодолел чего-то большего, нежели вы. Вы вот как-то чего-то недопонимаете, скорее, даже не учитываете чего-то. О чем говорят? И кто, давайте, да, смотреть. А здесь не говорят. На вашу голову вот как будто бы было воздействие от какой-то дамы. Притом здесь ревность к мужчине. Она ревнует своего мужчину, и она воздействует на вас. Но здесь вот какая-то незрелость обоих, и мужчина, и она. Или же, я бы еще сюда добавила, это могут быть, в принципе, какие-то моложе люди, молодые. Но вас как будто бы можно и перепутать, да? Но моложе вас. Вас можно перепутать ваш возраст, потому что вы выглядите молодо. Или же обращаете его внимание в большей степени на себя. И вот здесь встает какая-то некая конкуренция борьбы с вами, побороть вас. Вот чувство такое, да, что я сильнее, я ее переборю. Но невидимыми силами. Я ругаться, драться не буду, махать палками, мечами и так далее. Да, вот я как-то зайду здесь незаметно. Здесь женщина, кстати, сама может увлекаться магией или же, да, вот может обращение быть. Также здесь человек может прибегать элементарно к каким-то книгам. Но здесь я вам так скажу, у женщины есть какой-то дар, она умеет, в принципе, или знает чего-то, но также может воздействовать, да, на вас через какие-то предметы, через подарки. Да. Это может быть какое-то что-то между вами, знакомство, или вы, в принципе, да, можете и подругами быть, да кто знает. Но тут что-то между вами может и есть, но определенно здесь от данной дамы, которая ревнует своего мужчину, подарки брать вот хочется, особенно съестное, да, ничего не стоит. Вот как будто бы в этом лежит какая-то вот гадость или какая-то подоплека. Вот именно с невидимым чем-то. Или работа над этим была произведена.
У вас был застой. После влияния дамы у вас был в жизни застой. У вас была даже такая неразбериха, там, куда мне идти. Хотя вроде как были планы, цели какие-то сначала. Но потом вы резко перестали видеть эти цели. Пропала какая-то надежда, у кого-то вкус вообще к жизни. У кого-то было какое-то отчаяние в целом, какая-то неразбериха, подвешенное состояние, состояние жертвы. У кого-то могла быть и безвыходная ситуация. То, что влияет, работая самостоятельно, если это не мастер, через 40 дней это сходит. Помаленечку, так потихонечку что-то сходило. Ситуация, вы начинали видеть какой-то просвет. Вам бы стоило самостоятельно вот как-то взять и почиститься. Под каждым видео описание оставляю чистка наш. Или можете по другим методам почиститься, или обратиться к мастерам. И вот здесь вот вы чего-то могли не замечать, но при том что-то срывалось. Вы могли это все сваливать на то, что с вами что-то не так, или вы заболели. На самом деле здесь вот было какое-то влияние на вас. Мог человек очень долго болеть. Могла быть и долгая депрессия, затяжная депрессия. Но у вас однозначно есть человек, который может думать на вас именно такого характера вещи, как она хочет увести моего мужчину. Соперничество. О чем говорят? Кто? Здесь разговоры идут в кругу какой-то семьи. Это молодой человек, может даже, вот знаете, разговор с мамой, разговор с родителями. Ну, такое тайное о чем-то. А здесь человек на выборе каком-то стоит. Вы, кстати, находитесь тоже в этом выборе. Человек выбирает между вами еще кем-то. Моложавый, да, ищет идеал в своей жизни, ищет то, что будет его возбуждать или сподвигать на какие-то действия, да, изменения. То есть это не просто я ищу партнершу, да, я хочу, чтобы эта партнерша мне еще что-то дала, какое-то движение в жизни. В принципе, я вам скажу, кто-то как будто бы поддерживает, да, этого сыночка своего, да, или в принципе человек может где-то среди родственников с братом, да, говорить, например. Но здесь поддерживают вас, вашу сторону. Но опять-таки, да, у него могут сомнения быть в отношении вас, потому что он как-то, вот знаете, слабоват. Он вот даже сам говорит, что я в чем-то слаб, да, или не дотягиваю. Я паш, она королева. У вас вот как будто бы больше козырей в руках, нежели у него. Здесь, кстати, могут быть даже разговоры, что у вас есть мужчина. Ну, такой красивой женщины не может быть. Такая красивая женщина не может быть одинока. В любом случае у нее кто-то есть, какой-то ухажер. В принципе, знаете, вот как будто бы вы самодовольны, такая, наслаждаетесь тем, что имеете. Вас любят, и не один человек. Вот такое. Кстати, у меня даже вот здесь складывается впечатление, что вот как будто бы его кто-то подстрекает на то, что у вас и так неплохо в жизни, да, у вас все есть. И любовь, и отношения, да, какие-то, и деньги, и притом еще известность может быть. И за этой известностью бегают все вас хотят, все вас желают, или все хотят с вами общаться. Здесь вам некогда даже на этого пажа. У нее очень много своих каких-то забот, или она крутится в более каких-то деловых, да, крутых кругах. Там, где высокие, там, где избранные или богатые, вот что-то такое есть. Вы, кстати, очень сильно отличаетесь с данным человеком. Я бы так сказала, вот сразу первое, что идет, вы не пара, да, вот, и человек скорее целит только на вас. На самом деле, да, он вам не под стать. Вы разного уровня, разного рода, разные интересы здесь. Но здесь, что самое интересное есть, это физическое влечение по отношению к вам, да, это постель, это вот все такое, когда тянет именно сексуального характера. Ну, вы еще такая экзотический фрукт, хочется сказать, или
тайная жрица, да, та женщина, которая в какой-то степени является загадочной, интересной такой, которая что-то скрывает. Чем больше скрывает, тем больше интерес, тем больше вы разжигаете этого человека. Как будто бы в пространстве он иногда где-то на ваших глазках появляется, да, вы его встречаете, возможно, даже как-то взаимодействуете с этим человеком. У человека вот постоянно какие-то, вот хочется так сказать, да, мысли о чувственности, о страсти, да, какой-то. Постоянно человек такой активный, постоянно даже вы можете этого человека даже замечать, что он постоянно в какой-то активности, движении, может быть, передвижении, да, это человек, который постоянно за рулем ездит куда-то, вот так вот. Но здесь я бы так сказала, к вам активный интерес. Потому что, знаете, из-за чего этот интерес возникает к вам? Потому что он замечает, что на вас обращают и другие внимания. Мужчины, например. Поэтому здесь к такой женщине есть интерес. Да? Вы вкусна, вы пахнете, от вас обязательно, да, тут несутся феромоны какие-то, и человек влюблен. И больше, я бы еще сказала, такое физическое. Хочется у вас попробовать вот этот экзотический, редкий фрукт. Вот так вот. О чем говорят, когда вас нет? То, что вы строите из себя такую простую, да, такая, типа она простая, типа она скромная или скромно одевается. На самом деле это не женщина, это дьявол. Дьявол во плоти, совратительница. Та женщина, которая может увести, та женщина, от которой нужно закрывать свои сокровища. Угу. Видит еще вас такое, да, что вы при женщинах ведете себя так по-простому, а вот при мужчинах не по-простому. Да, задирайте покороче, может быть, юбочку. Или облизываете губки, вот как-то себя ведете совершенно по-другому. Здесь вот прям пальцем показывают, может быть, даже на фото, вот она, или же, да, вот на что-то указывают, что вот показывают, она противоречивая такая, она ведет с женщинами по одному, а с мужчинами совершенно по-другому. И вы эту информацию очень тщательно скрываете. Скорее даже не делитесь вообще информацией о ваших каких-то общениях, знакомствах в жизни. Да? Вот вы как-то можете говорить, что у меня один, единственный, а у вас их... Или вообще молчать, да, ничего не говорить. А у вас очень много ухажеров. Вот как-то так. И вы умеете совращать, вы умеете... И, знаете, вот тут завязка такая некая... зависимость, вот как ставить человека в зависимость от вас. Возможно, еще по дьяволу, да, это та женщина, которая, вот как они могут сомневаться, думать, не зря та женщина ревновала, что вы можете заколдовать, да, и увести мужика, или, в принципе, совратить его и увести даже из семьи, да, вот как-то так. Сама себе на уме. И такая вот, знаете, строите из себя нерешительную, хотя вы очень решительная. Хитренькая вы. Об этом говорят, что вы хитренькая. Вы знаете всему толк, особенно отношениям. Вы умеете, скорее всего, даже манипулировать или, в принципе, держать под контролем людей. Вот как-то, знаете, так вот, как игла под кожу. Или вот что-то такое, помаленечку, сдавливая, хочется сказать, поясок, да, незаметно. Что-то такое есть у вас. И оно не отпускает. Вот что мужчин, что женщин, да, вот какое-то чувство на вас посмотрели, да, зацепились, и оно не отпускает. За вас держится даже кто-то, или зависим кто-то от вас конкретно. Он поглядывает за вами. Вы очень такая непростая дама, как кажетесь. Здесь вот как будто бы на самом деле вы
играете какую-то игру, да, или ведете определенно какую-то свою игру, у вас какая-то есть здесь цель, возможно, опять-таки, как думают, увести из семьи или забрать у меня мою любовь, моего мужчину, моего человека. Даже подруги не допускают вас близко к своему дому. А вдруг муж дома, да? А вдруг муж посмотрит, да? Вот как-то так. Вы такая опасная подружка. Вот так могут думать. И вы такая можете одновременно крутить роман с двумя, с тремя партнерами или всем что-то пообещать, на самом деле ничего не выполнять. Вы стараетесь, у вас какая-то определенная своя цель, вы стараетесь ради своих каких-то благ, ради своих каких-то утех. Или же здесь еще по дьяволу могут думать, что даже мужчины могут думать, да, что вы вот как-то пользуетесь как временным вариантом, или чтобы кто-то вас приревновал, да, вот именно в таком духе. Умеете вести двойную игру. Да, такая, знаете, вы не прочитанная книга, и вот сколько с вами не проживи, сколько с вами не будь, вас до конца не прочитаешь. Не знаешь даже от вас, что вы можете такого новенького еще отчебучить. Потаенное, скрытое, не договаривает или же вот как-то утаивает что-то. Возможно, вот даже вы как-то сводите тему, например, вам задают какой-то в лоб вопрос, вы раз так и ускользаете или меняете тему, или так аккуратно, сглаженно меняете тему, да, вот об этом могут говорить. Здесь у меня больше простраивается такая ревность, очень красивая или очень харизматичная, притягательная дама. Здесь не просто так об этом говорят, на самом деле у вас есть вот эта магнетическая сила, харизма и так далее. Захватит вот как волна, да, и понесет, не остановишься. Скоростная, как ракета. Поедательница сердец. Вы женщина, которая, я говорю, в покое не оставит ни одно сердечко, даже женское. Вот знаете, женщины из-за вас могут страдать, то есть ревнуя своих мужчин. Мужчины могут, например, страдать, когда вы уходите, знаете, кусать локоточки. Вот так вот. И вы ловко умеете, я говорю, менять шкуру или, да, там, как это говорят, переобуваться, менять локации, возможно, даже, менять свой имидж, стиль. Сегодня монахиня, например, а завтра, знаете, такая искусительница сердец. Такая роковая женщина, вот какая-то такая, в таком амплуа. То есть у вас постоянно она меняется. Да, ну тут еще и на дне колоды маг. Это говорит о том, что вы гений, вы гениальны в чем-то. Здесь может быть актерское искусство, или вы очень хорошая актриса можете быть. Не в плохом плане, да, имею в виду, на самом деле, проигрывать какую-то роль, или повторять чьим-то голосом, может быть, копировать чьи-то голоса там, и так далее. У вас очень хорошо получается. Вы бы могли, на самом деле, играть еще, да, тоже надо уметь, да, вот у вас есть такое, то есть вы умеете вживаться в роль. О чем говорят, когда вас нет рядом? Хваткая вы очень. Ради цели любой ценой. Вот какая-то такая... Вы знаете, даже говорят то, что в какой-то степени она эгоистка. Зарабатывает, да, вот, и все тащит в дом. Ну а куда она должна тащить? Вот. Да, она тащит все в дом. Добивается всего очень легко, быстро, скорее даже дипломатично, может, в какой-то степени, но резко выхватывает, да, она не упускает шансы. Также здесь есть проявление вашей какой-то
терпимости. Вы проявляете такое «я подожду», другой поезд. Вот как-то так, да, вы не спешите, вы ни за кем не бежите, не унижаетесь. Гордая, очень много каких-то амбиций. Также, если вы злитесь, то от вас нужно бежать подальше, потому что если вы разозлитесь, здесь пиши пропало, хочется сказать. Не любите вы долго ждать, но, по крайней мере, имейте это терпение ждать. Говорят о том, что очень хорошая хозяюшка. У вас все так в жизни размеренно, классно. Возможно, даже здесь смотрят на какие-то ваши покупки, да, или что вы имеете. И когда вы все это успеваете, когда вы успеваете и за домом, и на работе быть, и красивой быть, умудряться еще и влюблять в себя или наслаждаться именно какими-то эмоциями, чувствами. Возможно, да, ваша жизнь – это какое-то развлечение. Здесь как будто бы, знаете, вот человек не знает каких-то тяжелых жизней или не проходил чего-то в жизни тяжелого, хотя у вас показывает, что вы постоянно, да, в каком-то таком находитесь в сложном периоде, или часто это у вас бывает. По крайней мере, вам не дается все легко. А здесь проявление вот как будто бы у женщина вот как сыр в масле катается. Ничего ее не волнует, не триггерит, знаете, вот как-то так. И добивается очень все хитро, легко, или она, если чем-то озадачена, то она решает это до конца или идет к цели. В какой-то степени могут назвать вас, да, человек, который может сделать какой-то скандал на ровном месте, вспыльчиво можете быть, кто-то конкретно может обзываться на вас, да, или вот именно как-то неприятно в вашу сторону выражаться, может быть, скрыто как-то. По крайней мере, знаете, вам плевать, вот что самое интересное. Да, вы идете к своей какой-то победе, и вам по боку совершенно, да, какие-то негативные люди или агрессивные люди, вам все равно. Вы занимаетесь, да, чем-то своим. Также еще показывают, что вот как будто бы вы дома занимаетесь или каким-то бизнесом дополнительным, да, или же вы работаете из дома, то есть у вас легкая работа может быть, да, или работа, которая вам нравится, или увлечениями какими-то своими занимается, которые ей нравятся. Ну, вы такая, везде успеваете, может быть, поделки какие-то делаете, да, вот что-то такое у вас есть. А долго вы не задерживаетесь в отношениях. Здесь вот как будто бы, знаете, вы или быстро убегаете, вы долго не засиживаетесь в гостях. Может быть, даже это говорит человек, у которого вы были в гостях. Какая-то вы такая ускользающая в своем мире, там, в своих каких-то делах, отрешенные иногда бываете. В принципе, с вами очень интересно пообщаться, но вы быстро ускользаете. Ускользаете из поля зрения. Именно с радаров. Вас нету. Вы, возможно, кстати, очень часто проводите время в обучениях через интернет. Или вы смотрите конкретно, да, тут говорят, что она чему-то обучается через интернет или смотрит интернет и чему-то там научится. Вы очень умная, притом вы можете даже вот, или вы где-то научились, поэтому вы что-то имеете, да. То есть здесь видят, в принципе, да, что у вас есть какая-то деятельность, но это деятельность, в которую, да, вы вкладываете какой-то интеллект, подучиваетесь дополнительно, но при том, да, вот как будто вам это легко. У вас это очень хорошо получается, вы как-то, знаете, особо не напрягаетесь. Что вы находитесь в своих каких-то реалиях, в своих фантазиях, в своих каких-то новых идеях, выдумках и так далее, да, это может быть и вдохновение. Постоянно на что-то новое у вас. У вас постоянно какие-то новинки, новости тоже может быть. Но с вами так классно о чем-то таком побеседовать, что несет в себе именно юмор. У вас очень хорошее чувство юмора, и вы умеете именно поддержать, да, вот каким-то юмором разговор. У вас постоянно что-то такое есть. И у человека как будто бы из этого поднимается настроение. Ну, в чем-то вы даже бываете смешная. При том, что самое интересное в вас есть, да, то, что вы человек такой,
Вот вас поставить в тупик какой-то, попытаться вас укольнуть, застыдить. А вы еще такая, что вы многогранная, да? Умеете над собой посмеяться в обществе. Притом, знаете, это все обратить, хочется сказать, сгладить острые углы, да? Или вот человека поставить в неловкое состояние напротив, который пытался вас уколоть. Потому что вы умеете выкрутиться именно тем, что вы умеете над собой тоже посмеяться. И тем самым, да, здесь некуда бить в вас, потому что вы такая непробиваемая, да, или такая ускользаемая. Умеете вы, я говорю, и диалог скрасить. Поэтому у вас на самом деле какие-то успехи есть, потому что вы по себе такой человек, который вот как-то с легкостью, с каким-то юмором, да, или вот с каким-то, даже еще бы сказала слово, пофигизмом. Именно вот мы берем сейчас внешнюю оболочку вашу, относится. Но по факту, да, я бы по характеристике не сказала, вот, что вы как-то так, у вас есть в какой-то доле напряжения. Вы можете очень просто хорошо это прятать, напряжение. Оно у вас есть. Кстати, у кого-то здесь, знаете, вот даже это все исходит из физического тела. У кого-то в шейном отделе, шея позвоночник, вот так это возьмем, есть на плечах затяжение или часто болит спина. От этого может тоже идти в обществе, в общении, да, какое-то напряжение, которое пытаешься внешне как-то скрыть. Вот хихи, ха-ха, да, вот как-то так. На самом деле что-то внутри, оно болит и внешне проецируется, но вы пытаетесь это, вот как я говорю, сгладить именно, острые углы сгладить. Но у вас очень хорошо получается. Да, включить актрису, может, даже. Или вот как-то... Зачем я буду, да, ссоры из избы, буду улыбаться, делать вид, что все хорошо. Вот тоже такое может быть. А напряжение все же присутствует. И поэтому вы людям, вот я говорю, кажете, что такое легкое, что вам так все легко удается. Она не напрягается, возможно, даже не вкладывает очень много-то усилий. Да, вот как-то налегке идет, и все у нее получается. Или вот она прошла, и все в нее влюбились, и предложили ей в ЗАГС идти. Вот как-то так, да. То есть, а мы тут ходим, да, ищем свою вторую половинку и найти не можем. А она раз по щелчку пальца. И это касается не только чувств, да, это касается, в принципе, каких-то возможностей в жизни, которые вам даются вот так вот, знаете, на раз-два. Захотела, получила. Я все могу. Она может все. Да, к чему вы не прикоснетесь, чего вы не захотите, да, вы можете все. У вас очень легко получается. У вас все инструменты в руках есть, у вас возможности есть, у вас люди рядом какие-то определенные, может быть, есть. Кто-то вам помогает, кто-то поддерживает. Здесь могут думать даже, знаете, вы пользуетесь какими-то связями, или у вас есть какие-то богатые спонсоры, или богатый спонсор, или с возможностями люди, да, которые могут вам помочь в ваших целях. Притом вы очень такая ловкая, вы умеете комбинировать вообще даже и людей. Вы умеете вот привлечь именно те связи, которые вам нужны, которые вам выгодны, или благодаря которым вы можете прийти к своей цели. Такой, как вы, очень многое удается с лихвой, с легкостью, вот так бы я сказала. Что говорят. Да, то, что вам постоянно кто-то помогает. У вас какая-то проблема, раз тут сразу вам на помощь, или у вас родители, или у вас еще что-то, кто-то там и так далее. Да, постоянно какая-то подмога есть. Вы вот как-то не обеднеете, да, или вот вы постоянно будете жить в достатке, или в каком-то комфорте, или за красивые глазки, у вас внешность, все подкупятся, потому что вы красивая, или привлекаете внимание. Зашли куда-то, раз к вам и пальтишко подать, и сумочку подать, дверь открыть, выигрываете еще и внешне, может. Так у вас говорят, что вы в выигрышной ситуации. Это
эта женщина всегда в ресурсе есть и будет. Вот о чем-то таком, да, или деньги, внутренний ресурс, что угодно. У вас постоянно он есть. Здесь, кстати, еще говорят то, что вы человек такой просветленный, много чего знаете, изучаете. Возможно, даже учитель, коуч, вы еще кого-то научите. Постоянно у вас в жизни что-то меняется, у вас не стоит на месте, вы меняетесь очень сильно. И вы по сравнению с тем, какая вы были молодая, вот здесь момент Луны, да, вот какая-то, может, невзрачная, а сейчас такая яркая, может, даже эпатажная, да, или, в принципе, вы цепляете к себе внимание, когда на вас смотрят. И при том, знаете, вам несложно уйти оттуда, даже где было хорошо, но если вам чуть-чуть некомфортно, вы раз такая и уходите. А кому-то это жалко потерять, и кто-то за это держится, да, большинство бы за это держалось. А вы же раз плюнула и пошла. Потому что у вас уже что-то есть, да, вот какая-то прокачка или кто-то, кто вас поддержит, да, по крайней мере, подхватит. У вас все поровну пополам, такая женщина. Это женщина, которая скорее делает какие-то запасы. Это женщина, которая покупает в больших объемах чего-то. Или же вы, знаете, вот как-то все сливаете на себя. Или же, да, здесь еще такое инвестирует в себя, например, в свое здоровье, в свою красоту, в свою деятельность. О вас не только говорят правду, здесь в обществе о вас и врут. Именно врут, потому что завидуют. Есть к вам и зависть. Потому что вы неоднократно показывали, проявляли то, что вы можете все. Да, у вас постоянно есть какой-то выбор. Вы выбираете, они вас выбирают. Ну, такая самодостаточная женщина, знает себе цену, проявленная такая. Вы как фирма какая-то, которую все знают или которую уважают. Поэтому вас в грязь лицом навряд ли опустишь, да, вы скорее опустите вперед. То есть вы такая, которая может отомстить, что мало не покажется. Потому что вы заботитесь или, по крайней мере, защищаете, да, свое заработанное, свое пространство или свой какой-то труд, вот что-то в таком духе. Вы за это откусите или спалите вообще. А у вас еще говорят то, что вы или используются какие-то, ну да, она ведьма, она всех прокляла, да, а она здесь делает какие-то ритуалы. Потому у нее в жизни вот так все гладко. Или она обращается к мастерам, да, возможно, даже сама сидит и занимается какой-то магией. Здесь, кстати, могут считать даже, что вы профессионал в этом деле, или вы имеете на самом деле какой-то дар, талант. Видели какие-то ваши особые проявленные такие качества, которые выдают вас за ведьму. Может быть, вы даже и не занимаетесь ничем, да, но здесь что-то такое есть проявленное, что происходило между вами и кем-то, да, и кто-то посчитал это аномальным явлением. Поэтому думают, что вы однозначно увлекаетесь эзотерикой, вы в этом мастер, вы в этом ас. Возможно, даже вы имеете интерес у окружающих, ну, то есть популярная, да, звезда, или, может быть, вы это все проецируете где-то в социальных сетях, свои дары. Так вот. Кто-то, смотрите, конкретно говорит, она ведьма, потому что в жизни она потерпела неуважение к себе в отношении любви. Да, кто-то ее предал. Женщина просто так не станет ведьмой. Она решила, да, кому-то отомстить. Поэтому занимается чем-то. Здесь, кстати, могут думать, что вы занимаетесь чернухой, черным чем-то, под влиянием, да, кого-то ведете или околдовываете кого-то по-черному, хотя, в принципе, здесь светлый человек с добрыми намерениями и чувствами. Здесь проявление даже таких приятных эмоций. Кому-то помочь, да, возможно, кого-то поддержать, а у кого-то именно из-за зависти могут... Но здесь не из-за зависти, здесь было что-то такое от вас проявлено, что именно кажется, что вы колдунья или ведьма. Даже больше не вы куда-то обращаетесь, а к вам, возможно, обращаются.
Да, вы постоянно вот находитесь, вроде как пообщаетесь, да, потом резко раз куда-то сливаетесь в какое-то одиночество, абстрагируетесь. Такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.